первую очередь это возможность помочь людям, страдающим людям, облегчить их состояние. Это доброжелательность профессии, которая необходима. Но это все основные качества, которые меня привлекали, и, надеюсь, я это в ходе работы и пронес все. Не все врачи приходят в медицину через душевные метания или яркие события. Кто-то просто рождается с этой целью. Давид Владимирович Бестаев как раз из этой категории. Детские годы он провел в городе Горе, грузинской ГССР. Затем семья переехала в Северную Осетию. В 1980 году поступил в Североосетинское медицинское училище. После окончания 8 класса я поступил в наше училище медицинское, училище с богатой традицией, с прекрасными преподавателями, которые огромный багаж знаний передали мне, которые я в дальнейшем еще долго использовал. Медицинское училище Давид Бестаев окончил с красным дипломом. В 1983 году поступил в Североосетинский государственный медицинский институт. Там он проучился 6 лет. Учебных дисциплин было много, некоторые давались легко, другие требовали более усердного изучения. Может быть, терапевтические действительно науки как-то осваивал я легче, чем те же хирургические. Может, опять-таки это было заложено внутри вот так, что я стал терапевтом, ревматологом. Но это не значит, что предметы были нелюбимыми. Была программа обучения, и надо было это все осваивать. Это все осваивалось. Студенческая жизнь была насыщенной. Помимо учебы, любил играть в баскетбол, даже выступал за сборную института. Не раз участвовал в различных соревнованиях. Наверное, самое запоминающее это было всесоюзные игры медицинских вузов. Проходили эти соревнования в Симферополе, где наша команда довольно успешно сыграла. И вот этот выезд командный, организация вот этих соревнований на тот момент оказала огромное впечатление на меня. Еще один год Давид Владимирович проучился в интернатуре на базе первой городской больницы, ныне больницы Согма. Изначально хотел стать онкологом, мечтал изобрести лекарство от рака. Все деньги тратил на медицинскую литературу, а бессонные ночи проводил за чтением. Старшее поколение помнит, в районе Дружбы такой магазинчик был, книги назывался магазинчик. Маленький магазинчик, а медицинская литература была представлена в огромном количестве. С института идешь через Дружбу и всегда почти в неделю пару книжек себе приобретал по онкологии. Где-то читал их, хотя, может быть, ничего и не понятно было в то время, читал. Правда, судьба распорядилась по-другому, о чем наш герой не жалеет. Напротив, любовь к ревматологии с каждым годом только крепче. Со временем сложности сменились уверенностью в своих профессиональных качествах. Кроме хорошей эрудиции, врач должен обладать трудолюбием, а также усидчивостью. Доброта, доброжелательность, наверное, это что-то врожденное, которое должен иметь врач. Без этого невозможно на сегодняшний день общение с пациентами, это достижение каких-то успехов в медицине. И ревматолог должен обладать и тем качеством. А в то же время нас обучали этому во время учебы в институте, находить общий язык с пациентами, независимо, перед вами академик или это сантехник. Надо найти уровень общения с тем, чтобы понятно было и академику, и тому же сантехнику ваш разговор, ваши мысли. Помимо практики, Давид Владимирович занимался наукой. В этом помогла его наставник Зара Владимировна Хитогурова. Она возглавляла кафедру пропедевтики внутренних болезней, и имея уже большой опыт практической работы, она ждала усердно, когда товарищ Бестаев наконец развернется в сторону науки тоже. Я думаю, она дождалась этого, и на сегодняшний день, думаю, что была бы довольна с теми достижениями, которые на сегодняшний день имеются. Один из ярких случаев студенчества пришелся на старшие курсы. Такое можно представить только в кино, но никак не в городском троллейбусе.
вдруг одному из пассажиров стало плохо, потерял сознание, а мы как раз, конечно, вот проходим обучение на кардиологии, мы владеем элементами первой помощи, и мы бросились к этому больному и начали оказывать те экстренные мероприятия, которые можно было и нужно было оказать. Особенно тепло Давид Владимирович вспоминает своих преподавателей. Они не только давали знания, но и поддерживали советами в трудных ситуациях. Некоторые могут пригодиться даже сейчас. В первую очередь хотелось бы вспомнить Авсанова Хасан Бекировича, долгое время возглавляющего первую городскую больницу. Я начинал работу именно при Хасан Бекировиче. Это мудрейший был руководитель, абсолютно доверял молодым специалистам. И благодаря ему я, в общем-то, начал работу в больнице, сначала дежурным терапевтом, дальше он доверил мне работу уже в ревматологическом отделении. Ну и я думаю, и он не ошибся ни в чем, ну и я тоже не подвел. Базовое образование Давид Владимирович получил в Северной Осетии. Здесь же защитил кандидатскую, а над докторской диссертацией работал уже в столице, в научно-исследовательском институте ревматологии имени Валентины Насоновой. 5 лет было посвящено изучению поражения легких при ревматоидном артрите. Очень тяжелое было время, и в то же время очень интересное. Как практикующий врач я имел богатый опыт и мог конкурировать с московскими врачами. Но как научный сотрудник, приехав туда, увидел этот стиль работы. Мне пришлось учиться заново всему, абсолютно заново, выстраивать мышление свое, это научные исследования, это общение с пациентами, совсем другой уровень. Болезни костно-мышечной системы – основное поле деятельности ревматологов. Например, при ревматоидном артрите наблюдаются эрозивно-деструктивные изменения периферических суставов. В то же время поражения могут распространяться и на внутренние органы. Это требует междисциплинарного подхода к диагностике и лечению столь сложного заболевания. При работе над докторской диссертацией Давид Владимирович углубился в изучение состояния легких больных при этом заболевании. Но иногда недуг переходит на почки, на глаза и даже на кожные покровы. Не менее распространенным заболеванием является системная красная волчанка. У пациентов наблюдается острый прогрессирующий гломерулонефрит – двустороннее аутоиммунное воспалительное заболевание почек с преобладающим поражением почечных клубочков. К сожалению, этим недугом могут болеть молодые люди. Симптомы легко перепутать с симптомами других заболеваний, поэтому ревматолог должен быть сведущ во всех областях медицины. Главной сложностью стала разлука с семьей. Давид Владимирович очень скучал по жене, детям и родителям, но долг врача на первом месте. Задача была поставлена, я думаю, я выполнил эту задачу, ну и вернулся уже в свой город, в родную республику. Что меня удивило, это высокий профессионализм научных сотрудников Института ревматологии, то доверие, которое было друг к другу, никакого давления, никакого контроля. Каждый знал свою задачу, каждый выполнял эту задачу. К слову, в научно-исследовательском институте ревматологии велись работы международного уровня. Давид Владимирович вместе с коллегами активно участвовал в различных конференциях. Это постоянные конференции, консилиумы, которые проходили под руководством академиков, профессоров, которые пишут все книжки, все монографии, учебники, которыми мы пользовались, и вот они перед вами, вы их видите, и, конечно же, это оказывало большое и впечатление, и влияние вот на развитие меня как научного сотрудника, как ревматолога. В дальнейшем по тактике нашей мы уходим от гормональных противовоспалительных препаратов, и остается один базисный – длительно. Вопрос не обсуждается сколько, месяц, два, три, это
очень длительная терапия, год, 2, 3, 5, пока не наступит ремиссия, качество жизни не нарушено. Ну и надо, конечно, сказать по более современную терапию ревматоидного артрита, это геноинженерные препараты. 3 года назад Давид Владимирович стал заведующим кафедрой внутренних болезней Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Он не просто учит молодежь, но и сам у них учится. Конечно, им не хватает опыта, зато энтузиазма и энергии им не занимать. Это, можно сказать, героическая молодежь, потому что эту сложную ситуацию пандемии, связанной с коронавирусом, они блестяще себя проявили на разных фронтах, можно сказать, и оказали огромную помощь медицине, закрыли многие вопросы, касающиеся вот этой сложной ситуации. На сегодняшний день однозначно я с большим уважением отношусь к нашим студентам, именно с уважением. Одни студенты уже знают, чего хотят, другие пока в поиске. Долг преподавателя – подсказать и направить, рассказывает Давид Владимирович. Выбрать правильный путь, чтобы не потеряться в такой огромной области, как медицина, потому что медицина – это не только терапевт, медицина – это не только хирург, а это очень много интересных специальностей. И мы постараемся подсказать нашим студентам, как правильно выбрать свое предназначение. Дальше у нас есть специфичные анализы для ревматоидного артрита. Какие они? Когда вы давали определение ревматоидному артриту, вы говорили, ревматоидный артрит – это системное аутоиммунное заболевание с деструкцией периферических суставов. Выработать дисциплину, выработать трудолюбие, усидчивость. Без этого невозможно стать хорошим врачом, высококлассным специалистом. Какие бы генетически не были заложены способности в студенте, без трудолюбия и усидчивости невозможно достичь каких-то уровней высоких. А возможность этого на сегодняшний день есть. После лекций на кафедре проводятся консультации тяжелых пациентов. Эти случаи требуют глубокого исследования. Специалисты стараются оказать медицинскую помощь максимально высокого уровня. Во второй половине дня активно начинается консультативная помощь пациентам, которая проходит на базе одной из медицинских центров города. После консультативной работы возвращаюсь в семью и готовлюсь уже к следующему рабочему дню. Эмоциональная разгрузка для врача также необходима, как и новые знания. У каждого она индивидуальна. Для Давида Владимировича это отдых в кругу семьи. Помимо вечеров в кругу семьи, Давиду Владимировичу нравится футбол. Много лет он является фанатом футбольного клуба «Алания». Правда, не всегда есть время сходить на игру, поэтому он смотрит их онлайн. Ревматология быстро совершенствуется, впрочем, как и вся медицина. Поэтому докторам необходимо обновлять знания, проходить курсы по повышению квалификации каждые 5 лет. С недавних пор они перешли в онлайн-формат. Это значительно легче. То есть, если еще недавно было очень трудно, понимаете, как оставить работу, найти время, выехать куда-то в центр, послушать известного профессора, академика, не всегда находилась возможность. На сегодняшний день организованы прекрасные курсы дистанционные, онлайн-конференции, которые можно посетить, послушать всех известных не только российских ученых, но и мирового уровня. Разница между хирургом и ревматологом в том, что первый может провести блестящую операцию и отпустить своего пациента после поправки. В ревматологии все иначе. Наши пациенты имеют хронические заболевания, сложные заболевания, которые требуют непрерывного мониторинга, динамического наблюдения. Поэтому постоянные визиты пациентов к врачу – это, конечно, залог успеха.
и мы с нашими больными встречаемся, ну, минимум раз в месяц необходимо общаться, вырабатывать тактику лечения, коррегировать это лечение. Ну, конечно, складываются определенные отношения, и, скорее всего, они теплые, эти отношения. Это в какой-то степени дружеские, наверное, отношения. Нас всегда учили, что есть болезнь, есть больной и есть врач. И если врач и больной вместе, они всегда победят болезнь. Нет большей награды, чем здоровый пациент, рассказывает Давид Владимирович. Особенно, если случаи тяжелые. Недавно к нашему герою привезли 80-летнюю женщину. Из-за боли она не могла двигаться. Пришлось осматривать ее прямо в коридоре. Был осмотрен пациент, выбрана тактика лечения. И когда месяц после лечения пациентка самостоятельно поднялась там, в кабинет, по лестнице и постучалась в кабинет, зашла и, не сказав ни слова, начала пританцовывать, то есть показала, что ну вот ваш труд, вот ваш успех, ну, наверное, этот случай перекрывает все остальное. Понимаете, как это успех, это доверие пациентов. Для динамического мониторинга за состоянием больных мы просим всегда сохранять рентгенологические снимки, чтобы можно было бы отследить динамику состояния. Рентген-снимки мы делаем один раз в год и сравниваем при визитах последующих для того, чтобы посмотреть, насколько прогрессируют костно-деструктивные изменения в суставах. Если костно-деструктивных изменений нет, если они не прогрессируют, не нарастают, это говорит об успешном лечении пациента и дальнейшем продолжении противовоспалительной терапии. Большинство пациентов добросовестно придерживаются лечения и всех наставлений врача. Правда, встречаются и те, кто игнорирует назначение. В таких случаях Давид Владимирович использует строгий тон. Как правило, это всегда действует. Семья действительно наша врачебная. Супруга много лет работает в родильном доме номер 2 на Кирова. Она по специальности неонатолог, это детский врач, ну, более узкой специальности. Через ее руки, наверное, много детишек прошло, которые в этом роддоме родились. Младшая дочь обучается на сегодняшний день в Москве в ординатуре по специальности гастроэнтерология. Ну и есть еще и сын, который на сегодняшний день является студентом медицинской академии. И, надеюсь, удачно сложится ее дальнейшая судьба. В какой-то степени это, конечно, очень даже хорошо. Взаимоотношения, взаимопонимание. Легче понять друг друга, решить какие-то проблемы. Давид Владимирович не единственный ревматолог в семье. По его стопам пошла старшая дочь, Тамара Давидовна. Это было исключительно ее решение. Самостоятельно достигла какого-то уровня, занимает определенные позиции в области ревматологии. Думаю, это блестящий доктор, и это я говорю не потому, что это моя дочь, а потому что это действительно классный специалист. Конечно, мы постоянно обсуждаем пациентов, обсуждаем сложные ситуации, это правильность выбора той или иной тактики и обследования. Тамара Давидовна нередко задает вопросы отцу. Например, при тяжелых и непонятных случаях. Правда, в последнее время уже Давид Владимирович советуется с дочерью и очень этим гордится. Но тоже это может быть говорить о том, что Тамара Давидовна продвигается вперед как специалист, и надеюсь, у нее все будет хорошо. Профессиональный путь был тяжелым, но интересным. Были победы и проигрыши. Менять что-то Давид Владимирович бы точно не захотел, ведь жизнь на благо людей – лучшая жизнь.